Великого Бога и Спаса нашего. Церковная служба, крестный ход, сотни паломников. Сегодня у православных день почитания иконы грузинской Божьей Матери. А еще 350 лет со дня ее принесения в Раифу. Помолиться к чудотворному образу пришел и старый млад. Люди верят и надеются, она сможет исцелить. Ровно 350 лет назад, в далеком 1668 году, при принесении иконы Божьей Матери в Раифский монастырь заметили чудотворное влияние. Больные исцелялись, слепым возвращалось зрение. Икона с изображением Богородицы остается главной святыней Раифского монастыря. Сегодня после крестного хода осветили новое мозаичное панно. Анна Солнечная руководит мастерской. С двумя помощницами создавали полотно 1,5 месяца. Признается, идея создать икону из гальки пришла случайно. Просто подбирается камушек, разбирается ее размер, цвет, и подбирается и выкладывается уже рисунок. Укрепили его жидким стеклом. Теперь у стен монастыря это главное украшение. Сегодня, как увидела, да, у меня прям как будто волнение такое в душе. Ну, просто это прекрасно. Хвала там этим рабочим. Такой натуральный, такой как живой. Я такого еще реально не видела. Из каких-то маленьких камушков получилась такая большая картина. Красота. Очень интересно. Мне нравится. Божественную литургию возглавил митрополит Феофан. В своей речи отмечает, людей разных национальностей объединяет общий путь – путь к Богу. Вы посмотрите, будний день. Утром была литургия в 6 часов. И вот опять, и народ Божий полон в храме. Это еще один ответ, нужны ли нам храмы. В честь знаменательной даты специальная фотовыставка Фарита Губаева «Раифа». В каждом кадре история Раифской обители. Юлия Муратова, Марат Саидгараев, ТНВ, Зеленодольский район.